этом году Хыдырлес, весенний праздник крымских татар и других тюркских народов, выпадает на 5 мая. Хыдырлес – праздник щедрого урожая, который веками отмечали по окончании полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Символичным сигналом к началу народных гуляний и веселья становилось появление на поле первого колоска. Название праздника связано с его происхождением и складывается из двух имен исламских пророков – Хыдыра и Ильяса. По преданию, именно в Хыдырлес они встречаются, а весь остальной год помогают людям по всему миру. Накануне праздника хозяйки устраивают дома тщательную уборку. По поверью, Хыдырлес грязный дом не посещает. Также хранительницам очага нельзя забывать о выпечке колокая – каравая с традиционным крымско-татарским орнаментом. Само празднование состоит из целого ряда обязательных обрядов, но центральным событием Хыдырлеза становится перекатывание или спуск колокая с горки. Если хлеб останавливается лицевой стороной вверх, быть богатому урожаю. После вечернего намаза самый уважаемый человек общины разжигает костер, и тогда начинается кульминация праздника – прыжки через огонь. Сначала прыгают мужчины, потом юноши, а вслед за ними – взрослые женщины и молодые девушки. Во время депортации никакие крымско-татарские праздники не отмечались. Любая общая встреча превращалась в траур по невинно убитым. Только с возвращением в Крым в начале 90-х народ получил возможность возобновить свою исконную традицию. Деликатная попытка возрождения праздника предков длилась всего 23 года и закончилась после аннексии Крыма Россией. Колокай на полуострове больше не запускают. Раньше это делал Мустафа Джемилев, но теперь ему запрещен въезд в Крым.